самых заметных событиях этого дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте, вот основные темы. Теперь газ проводится границам участков домовладений без привлечения средств граждан и муниципалитетов. В России заключили более миллиона договоров на социальную дегазификацию. В Якутии отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За прошлую неделю зарегистрировано более 9 тысяч случаев. В честь первого съезда Российского психологического общества 22 ноября отмечен как День психолога. Этот праздник не носит официальный характер, но является профессиональным для всех специалистов в области такой науки, как психология. Насыщенные обсуждения с целью поиска уникальных проектов, а также возможность поближе познакомиться с IT-столицей Дальнего Востока. В Якутск прибыли участники форума «Цифровой алмаз». Его называют Олонхосутом в живописи за то наследие, которое он оставил после себя. 22 ноября исполнилось 80 лет со дня рождения народного художника Якутии Тимофея Степанова. В России заключили более миллиона договоров на социальную дегазификацию. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак. Теперь газ проводится границам участков домовладений без привлечения средств граждан и муниципалитетов. Также упрощена процедура подключения, сокращены сроки, созданы сервисы для потенциальных абонентов. Также в 74 субъектах действуют меры социальной поддержки для льготных категорий граждан на подключение домов к газу внутри участка. Сегодня газ подведен к 770 тысячам домовладений. Общий потенциал программы оценивает в более чем 1,5 миллиона домовладений. Представители правительства республики обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли с руководителем китайской делегации Джао Лиджи. Первый заместитель председателя правительства республики Джулустан Борисов обратил внимание на то, что в рамках международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине провели переговоры делегации республики и инвестиционной компании из Китая по вопросам развития нефтегазовых проектов в арктической зоне Якутии. Тогда стороны выразили готовность создать совместное нефтесервисное предприятие. На полях форума было подписано соглашение о сотрудничестве между акционерной компанией «Сахатек» и китайскими партнерами. В Якутске усилили рейды по недопущению выезда машин на несанкционированные ледовые переправы. Напомним, что 20 ноября на реке Лени у поселка Нижний Бестях из-за несанкционированного выезда на лед 2 машины провалились в воду. Подробнее об этом инциденте, толщине льда на сегодня и открытии ледовой переправы расскажет Марферина Алексеева. Любой водоем является местом определенного риска. Осень выдалась затяжная, температура воздуха не достигла показателей, требуемых для образования безопасной толщины льда. А выпадение обильных осадков в виде снега ухудшают промерзание. Но, несмотря на это, граждане уже активно переезжают реки на личных автотранспортах. Некоторые и вовсе перевозят через реки пассажиров, как это случилось 20 ноября у поселка Нижний Бестях. 2 машины провалились в воду. Водители и пассажиры не пострадали, благодаря водителю Ирбиса. Если вовремя не попади мои ребята, там бы они, конечно, замерзли бы. Вы представляете, оттуда, особенно с автобуса, они мокрые, как эти выскочили оттуда, уже под водой были, потом они вынырнули оттуда, понимаете. Вовремя наша подружка ехала сзади, сразу погналась за ним. Ну, видит, едет он туда же, где утонул машина утонула. И ехал, сигналил фарами. А тот идет, и тут на тебе, вот, пожалуйста. Прямо на глазах вот такая беда случилась. Однако некоторые граждане не разделяют мнение Бориса Строева. Видео с места провала распространилось в социальных сетях, и некоторые пользователи предположили, что водители Ирбисов якобы распиливают лед. Кто пишет, что мы распилили и так далее, это люди, которые привыкли делать вот эти бомбилы, их назовем, таксистов. Таксисты нормальные ребята, которые с нами работают много лет. Они туда никогда не сунутся в жизни. Они знают, не будут ходить, какой лед, все. Это со стороны бомбилы, которые хотят урвать. Ага, бригада, значит, возит по 2000. Давай-ка я по 1,5 повезу. Урву тут недельки 2, поработаю хорошо. Вот такие люди. И начинают они писать, что мы, значит, отрезали лед, распилили и так далее. Но это не от большого ума люди. Я сам лично выезжал на это место провала. Получается то, что там сильное течение, фарватер. И там места даже, и как бы торосов нету, гладкая местность. И на данном месте толщина льда составляла от 7 до 10 сантиметров.
где даже пешеходу опасно ходить. На сегодняшний день толщина льда на реках в Якутске составляет около 10 сантиметров. Безопасная толщина для проезда автотранспорта должна составлять не менее 35 сантиметров. Предварительная дата открытия переправ назначена на 11 декабря. Сегодня самые распространенные подъездные пути к рекам засыпаны землей и снегом. Но и эта мера не останавливает водителей. Но люди все равно стараются проехать, мотивируют любыми путями, мотивировки свои придумывают, как бы им переправиться. Только не задумываются о том, что эта переправа может быть последней в их жизни. И приходится вот дежурить, потому что ну, кто, кроме нас, как говорится, получается, нам приходится выезжать, если эта машина тонет, вытаскивать людей. А совсем не хочется этим заниматься. Как говорится, хочется, чтобы все домой добрались, все были счастливы, здоровы. Инспектора ГИМС и службы МЧС продолжают ежедневный мониторинг подъездных путей. Напомним, что за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность, нарушение которой влечет за собой наложение административного штрафа для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50, для юридических от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Марферина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутии отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За прошлую неделю зарегистрировано более 9 тысяч случаев. В сравнении с прошлой неделей отмечается рост на 20%. Преимущественно рост наблюдается среди детского населения от 7 до 14 лет. Тему продолжит Даяна Федорова. Эпидемиологический сезон вступает в свою активную фазу. Эпидпорог среди населения превышен на 54%. На сегодняшний день основная доля ОРВИ вызвана вирусами негриппозной этиологии, такими как парагрипп, риносинцитиальный вирус и аденовирус. По итогам прошлой недели выявили 5 случаев вируса гриппа А подвида H3N2. Вирусы гриппа значительно чаще вызывают такие осложнения, как пневмония и менингит. Для минимизации риска заражения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом Минздрав рекомендует соблюдать профилактические меры. Все те меры, про которые мы говорили в течение 3 лет в период пандемии новой коронавирусной инфекции, они все остаются в силе, они все актуальны и они достаточно эффективны. И мы продолжаем иммунизацию населения против гриппа. Я сейчас хочу обратиться к родителям, к опекунам, к бабушкам, дедушкам, чтобы они привили своих детей, внуков, потому что детское население у нас в группе высокого риска заражения гриппом. Эпидпорог среди детского населения превышен на 46,8%. На сегодняшний день временно на карантине находится 145 классов в 24 школах. Дистанционно обучаются 4374 учащихся, что составляет 7,9% обучающихся столичных школ. Против гриппа привито более 17 тысяч детей и 2414 работников школ, что составляет 55%. В общеобразовательных учреждениях, где классы ушли на карантин, привиты против гриппа недостаточное количество обучающихся. Например, в школе номер 5, где временно закрыты 7 классов, привиты всего 28% детей. В Мархинской первой школе, где закрыто 11 классов, привиты 27% детей. В 35-й школе, где закрыты 18 классов, привиты всего 40% детей. В настоящее время активно продолжается иммунизация населения республики против гриппа. По итогам прошлой недели всего привито 447 510 человек, из которых 131 650 детей. Как отметили в Роспотребнадзоре, чтобы снизить интенсивность подъема заболеваемости и избежать эпидемии, должны быть привиты не менее 60% всего населения. Министерство здравоохранения продолжает мониторировать циркуляцию респираторных вирусов. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутске подвели итоги подготовки к отопительному сезону. В ходе работы заседания было отмечено, что на данный момент все предприятия обеспечены отоплением. Все районы получили паспорта готовности. В этом году подготовлены более 700 объектов генерации. Сейчас продолжается модернизация новых объектов. В этом году запланировано завершение работ в 9 котельных. Работа по завозу топлива также выполнена в полном объеме. За навигационный сезон завезено 357 тысяч тонн груза. Это уголь, нефть, газоконденсат и другие. Сейчас, конечно,
Ждем с нетерпением, значит, устоявшиеся автозимники, вот, начало их открытия, и, значит, готовим свою технику нашим подразделением Сахаспецтранс, которая должна с нашими перевозчиками, значит, в этот период перевести более 500 тысяч тонн угля тоже до пунктов назначения. По поручению Айсена Николаева для оказания поддержки раненым участникам СВО с прошлого года организована работа гражданских врачей республики в военных госпиталях. С 8 октября до 17 ноября для оказания волонтерской практической помощи в военных госпиталях Дальнего Востока выезжала бригада врачей. В состав бригады были включены врач-травматолог и врач-психиатр. За время пребывания в госпиталях врачами осмотрено более 150 военнослужащих нашего региона. Каждому военнослужащему в индивидуальном порядке в рамках своих компетенций проводились здесь консультации по всем интересующим вопросам, которые касаются медицинской помощи. Также проводилась онлайн-консультация со специализированными республиканскими больницами, такими как Республиканская больница номер 2. И особенно в тех сложных случаях, когда были сочетанные ранения. Работа наших коллег в военных госпиталях страны, она неоценима. С поставленными задачами направленная бригада успешно справилась. За самоотверженность и защиту жители Алдана поблагодарили участника спецоперации, находящегося в отпуске. Состоялась встреча местных поэтов и юных патриотов с героем. Какие напутствия гость дал молодежи, узнали наши корреспонденты. Строки стихотворений, ставшие откликом на события, которые происходят за много тысяч километров, словно полнятся болью и надеждой, кои стали общими для всех нас. В зале библиотеки имени Некрасова состоялась встреча жителей Алдана с участником специальной военной операции. Сейчас, в эти дни, новейшая история творится там, на западе нашей Родины. И вот эти встречи с молодыми, это, конечно, это очень и очень нужное дело, чтобы ребята знали, что происходит, в какие времена они живут, что происходит и что ждет их впереди, ради чего все это. За патриотизм, отвагу и готовность защищать народ героя тепло благодарили поэты и писатели творческого клуба «Вдохновение». Поэтесса Валентина Волкова вручила гостю оберег, выполненный специально для него. На встрече с военнослужащим впервые присутствовали школьники, члены молодежных патриотических объединений Алдана. Такие встречи действительно нужно проводить, чтобы ребята могли поближе и контактировать и общаться, чтобы понять, почувствовать, насколько действительно это тяжело, психологически, физически, чтобы какие-то уроки, какие-то наставления дали. И также, чтобы военнослужащие СВО понимали, что они не одни, что за них всегда переживают, им всегда помогают. О причинах и задачах спецоперации школьники знают. Патриотическому воспитанию молодежи уделяется большое внимание. Возможность общения с военнослужащим вызвала у подростков особенный трепет. Участники встречи вспомнили тех, кто сейчас далеко от дома отстаивает безопасность страны и спокойствие жителей. Оставшиеся дома земляки стремятся максимально поддержать героев. Мы записывали на данный момент на днях видео в поддержку им, чтобы им не было трудно в это сложное время. Собирали посылки для них, школами писали письма для них, от юной армии писали письма. Пронзительная атмосфера встречи вызвала бурю эмоций в каждом из присутствующих. А напутствия, которые гость дал подросткам, стали бесценными. Каждое слово было наполнено выстраданным и пережитым опытом. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В честь первого съезда Российского психологического общества 22 ноября отмечен как День психолога. Этот праздник не носит официальный характер, но является профессиональным для всех специалистов в области такой науки, как психология. В Центре социально-психологической поддержки семьи и молодежи в Нерюнгри побывала наша съемочная группа. Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи в Нерюнгри работает уже 13 лет. Вся работа центра имеет социально ориентированную направленность. Специалисты организуют групповые занятия, родительские собрания, тренинги, направленные на укрепление, профилактику и коррекцию психологического здоровья. Обратиться сюда может любой желающий, независимо от возраста. Почему это так важно? Я говорю именно о возрастных моментах, потому что именно в какой-то определенный момент возрастной, наступает некий кризис. Иногда бывает очень сложно
самому справиться с этими кризисными моментами, поэтому люди многие обращаются к нам. И мы оказываем свою квалифицированную психологическую помощь, психологическую поддержку в том, чтобы они, так скажем, без малых потерь вышли из этого кризиса. Накануне профессионального праздника в Центре социально-психологической поддержки семьи и молодежи прошел семинар-тренинг для психологов, работающих в различных областях, для обмена опытом и повышения квалификации. Ведь в последнее время необходимость психологической помощи постоянно возрастает. Психика – очень ювелирный орган нашей человеческой системы, и она не пускает туда. И достаточно больно самому удалять то, что болит, да, занозу. Стоматолог же не лечит себе зубы. Вот, поэтому человек приходит к другому человеку, который знает, как обезболить, как туда войти, как оттуда выйти, не навредив. И вдвоем, конечно, решение будет более оздоравливающим. Специалисты Центра также оказывают психологическую поддержку родным и близким мобилизованных граждан, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Эксперты помогут снизить тревогу и напряжение и подскажут, как справиться с внезапно обрушившимся стрессом. Иван Лазаренко, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Минэкономразвития и Минобрнауки разработают вузовские программы по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта. Подготовить указанные программы министерствам предстоит до 30 марта следующего года. В качестве педагогов и научных работников привлекут представителей ведущих компаний в области ИИ. Указанным структурам, а также Минпросвещения поручено до 1 июня следующего года представить властям предложения о запуске национальной инициативы подготовки кадров, преподавателей и исследователей для их обучения применению технологий искусственного интеллекта в научной деятельности. В Ленской центральной районной библиотеке прошел географический диктант. В просветительской акции приняли участие работающая молодежь, пенсионеры и просто активные жители. Подробнее в сюжете далее. Просветительская акция «Географический диктант» проводится Русским географическим обществом. Ленская библиотека к ней приобщилась впервые. Ранее диктант писали только школьники. Но надо сказать, что и взрослые проявили интерес и с удовольствием приняли участие. Акция всероссийская, проходит она во всех городах России в единый день. В России зарегистрировано 1000 площадок для проведения в очном формате. Мы сегодня являемся одной из этих 1000. Приняли участие сегодня в нашей акции около 10 человек. Задолго до начала мероприятий в библиотеку начали подходить участники. Многие не в первый раз пишут диктанты. Все пришедшие рассказали, что им интересно проверить свои знания и узнать новые факты о нашей родине. Участники прошли регистрацию, получили бланки. Сотрудники библиотеки рассказали, как правильно их заполнять. И в 12:15 все приступили к написанию диктанта. Географический диктант состоит из 40 вопросов. Вопросы в тестовом формате, то есть есть вопросы, 4 варианта ответа. Вопросы различного характера о наших исследователях, о каких-то городах, которые где расположены. То есть есть изображение, карты, да, России, там нужно отметить какие-то точки. Там. Вопросы очень интересные. Через 45 минут бланки должны были быть собраны. Руслан Романов справился с написанием диктанта намного раньше. В целом, да, было не просто, так скажем, не было особо подготовлен, но было интересно принять участие. Дмитрий Максимов – постоянный участник просветительских акций. Парень написал уже не один диктант и результатами всегда оставался доволен. Узнав о проведении географического, не смог пройти мимо. Пришел, написал, узнал много нового. Мне интересно то, что какие-то, может, разные предметы или, как сказать, науки вот в таких тестах отображаются. Довольно-таки сложные, я считаю, вопросы. Много чего нового интересного касаемо гербов и старых городов России, о которых я раньше не слышал, например. Ну, то есть такого рода вопросы, я считаю, сложные. Кто человек этим не интересуется, он, в принципе, знать и не будет. Результаты диктанта будут известны после 10 декабря. Их участники смогут узнать по уникальному идентификационному номеру, полученному после мероприятия на сайте Русского географического общества. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Якутск прибыли участники форума «Цифровой алмаз», чтобы обсудить перспективы экономики данных, развитие искусственного интеллекта, платформы Гостех, цифровизацию образования, цифровой контент и другие сферы. Гостей ожидают насыщенные обсуждения с целью поиска уникальных проектов и возможность поближе познакомиться с IT-столицей Дальнего Востока и ее компаниями. Подробности в нашем следующем сюжете. В деловую программу форума включены 4 темы: цифровое будущее, новые горизонты, цифровой контент в образовании, геймдейв 3.0 и цифровое медиа.
В ходе данных сессий начинающие разработчики и местные компании смогут заручиться необходимой им поддержкой и дальше развивать IT-индустрию в Якутии. Будем обсуждать вопросы контента в образовании, вопросы развития медиа, вопросы развития, скажем так, геймдев, то, что мы развиваем в Якутии. И, конечно, будут обсуждены вопросы подготовки кадров. Нынешние события привели к тому, что страна оказалась отрезана от западного контента, что является неким толчком к развитию местных фильмов. И якутское кино называют феноменом киноиндустрии последних лет. Оно занимает уникальную нишу в прокате, а зрители все чаще отдают ему свое предпочтение. Картины якутских режиссеров участвуют и побеждают на различных кинофестивалях. На форуме «Цифровой алмаз» будут присутствовать стриминговые платформы России, чтобы ознакомиться с наиболее перспективными проектами и идеями. Конечно, Якутия с точки зрения этой платформы является такой кладезью контента. Все мы видели на этих платформах, есть отдельные вкладки с якутским кино. У нас развивается сейчас не только кинематограф, но и анимационная сфера, и поэтому им, конечно, интересно посмотреть, что у нас есть, и интересно посмотреть, какие еще они могут с точки зрения контента продукты у нас купить. Перед началом форума гостям провели экскурсионный тур по основным экосистемным проектам цифровой экономики: IT-парк, Школа-21 и модульный дата-центр для хранения и обработки информации. Их ознакомили с деятельностью местных компаний. Все они представили свои основные проекты в сфере IT, их преимущества и дальнейший план продвижения. Также в республике активно ведутся работы по подготовке кадров. Детей в увлекательной форме обучают азам программирования, моделирования и анимации. Без внимания не оставили и проекты по повышению качества жизни населения. Я работала замминистра цифрового развития во Владивостоке в Приморском крае, поэтому мне очень интересны все эти проекты, тем более они смежные с нашей деятельностью компании. Что я заметила, что они актуальные для времени. После пандемии понятно, что у вас произошла реструктуризация такая. Сейчас вижу, что у вас собственные платформы для того, чтобы обеспечить работу правительства. У вас и для бизнеса есть проекты, и социальные проекты. Еще мне очень понравилось, что у вас есть обучающие классы для детей. Напомним, что второй федеральный форум «Цифровой алмаз» состоится 23 и 24 ноября 2023 года в городе Якутске. Его участниками станут более 2500 представителей отрасли с нашей республики и регионов России. Марина Захарова, Семен Семенов, Павел Пахомов, Якутск. В сквере Якутской республиканской клинической больницы торжественно открыли аллею ветеранов. Это мероприятие стало завершающим этапом празднования 180-летия старейшей якутской больницы. На 2 стендах поместили золотые таблички с именами 141 ветерана. В честь юбилея по инициативе главного врача и профсоюзного комитета больницы был учрежден почетный знак ветерана, который торжественно вручался работающим и неработающим ветеранам в течение юбилейного года. Аллею посвятили Николаю Васильеву. Он на протяжении многих лет до этого года являлся главным врачом республиканской клинической больницы. С 1992 года Николай Николаевич бессменно возглавлял нашу больницу. Всяко было в работе, и трудности, трудные 90-е годы, трудная эпидемия ковида, трудные нехватки оборудования. То есть мы прожили с больницей так же, как и вся Россия наша. Поэтому все тяготы все вместе вынесли, и Николай Николаевич всегда с достоинством возглавлял больницу. Конечно, ветераны – это наш фундамент, наш оплот, на основе которого строится все здравоохранение. Открытие декады Олонхо состоится 25 ноября в Доме дружбы народов имени Кулаковского в столице региона. Гостям покажут театрализованное представление метаморфозы эпоса Олонхо. В преддверии дня Олонхо 23 ноября Олонхо-Сутам, Запевала Масохая, кузнецам и народным мастерам вручат сертификаты о назначении стипендий главы Якутии. В программу мероприятий, посвященных Дню Олонхо, в этом году включили 60 мероприятий. Среди них десант молодых исполнителей Олонхо по образовательным учреждениям Якутска, межрегиональный молодежный фестиваль эпосы мира на земле Олонхо, межрегиональный научно-практический форум «Пути возрождения и сохранения эпического наследия и сказительства». 22 ноября исполнилось 80 лет со дня рождения народного художника Якутии Тимофея Степанова. Его называют Олонхо-Сутом в живописи за то наследие, которое он оставил после себя. В Национальной библиотеке Якутии состоялось открытие выставки и передача картины «Благословение» в фонд библиотеки. Произведение станет экспонатом номер 1 будущей картинной галереи при Национальной библиотеке Якутии.
Также презентована книга «К звездным далям». В книгу вошли воспоминания деятелей искусств и соратников о жизни и творчестве Тимофея Степанова. Автор Белолюбская Айталина Тимофеевна, Егорова Феврония Николаевна. Конечно, это большой вклад, то, что открылась галерея, поскольку здесь место, где творческая молодежь, да и вообще вся молодежь, интеллигенция, будущее Якутии нашей черпает свои знания. И поэтому это, естественно, место и источник вдохновения и истоки культуры. Прием заявок открыли для участия в 4-м сезоне всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Размер гран-при – 1 миллион рублей. Его проводят в рамках национального проекта «Демография». Помимо основного приза, победители каждой из основных номинаций получат 300 тысяч рублей. Как поясняют организаторы, в рамках конкурса находят и отмечают яркие и полезные спортивные инициативы, которые помогают вовлекать россиян в активный и здоровый образ жизни. Участвуя в конкурсе, авторы-энтузиасты могут заявить о себе на всю страну, найти поддержку у партнеров и спонсоров, повысить собственные компетенции и улучшить бизнес-процессы внутри проектов. Сборная команда кикбоксеров готовится к главному старту этого года – чемпионату России. Соревнования пройдут в Перми с 27 ноября по 2 декабря. Якутские спортсмены будут представлены в 10 весовых категориях в разделах лоу-кик и К1. В этом году чемпионат страны объединил все 6 разделов этого вида спорта. Спортсмены прошли все этапы подготовки в летнем лагере Манетах и в Центре спортивной подготовки «Триумф». Среди участников предстоящего чемпионата в составе сборной команды Якутии медали будут оспаривать лидеры: Вадим Колтовской, трехкратный чемпион России. Также на ринг выйдут двукратный чемпион страны Михаил Иванов, чемпион России Тимофей Сивцев. Наряду с опытными спортсменами свои возможности попробуют и молодые кикбоксеры. Здесь побеждал на Дальнем Востоке по юности, также побеждал много по республике, по боксу, по кикбоксингу, по тайскому боксу, по ушу. Много почему выступали. С земляками встречался, с тренерами Чеченской Республики. Они говорят, что только из Чеченской Республики 5 человек на мой вес. И получается со всех регионов, со всех городов очень много, наверное, будет. Большая конкуренция. Стараюсь много не думать. Стараюсь просто выйти, побоксировать и все. Ловлю кайф от этого, от всего этого адреналина. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.